Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Кинолетопись Якутии». И наш гость сегодня в преддверии столетия со дня основания автономии нашей республики политолог, юрист, народный депутат различных созывов, различного уровня Ларионов Егор Михайлович. Здравствуйте, Егор Михайлович. Здравствуйте. Мы очень рады видеть вас в нашей студии. Спасибо, что вы согласились принять участие в нашей программе. И я вот понимаю, что ваша работа, вот именно правовая, юридическая, она, видимо, как-то не давала вам как-то вот популяризировать себя, так скажем, да? Ну вот, но, тем не менее, тогда состав депутатов, они были все-таки тоже, да, выходцами советской школы. И пришли тоже ряд молодых депутатов, которые уже представляли как бы новое поколение. И вот скажите мне, как отличались те, кто начинали свою законотворческую работу еще в советское время, и современные политики? Ну, те времена, конечно, период, когда коммунистическая партия была очень сильная, 80-е годы до 91-го года, особенно 70-е годы. Поэтому все решения принималась сперва партия, допустим, у нас областной комитет партии по принципиальным вопросам. И Верховные Советы, те времена, ну мы сейчас называем парламент, они в целом руководствовались решением партии. Вот они легко принимались решения. У споров таких чисто были хозяйственные, экономические, до политики, до государственности, я помню, ничего не доходило. Просто решали, где будет объект строить, где будет что проложат, где газ надо тянуть, где новые промышленные центры делать. Вот такие крупнейшие вопросы, которые нужны были республике. Я никогда не критикую эту форму власти, форму подхода к конкретным людям. Это было сделано только для людей, для расцвета республики, для укрепления его мощности в экономическом, социальном плане. Поэтому работать было очень интересно, поскольку разные мнения было. Вот это первое. Второе, допустим, когда после разгона Верховного Совета Республики 19 созыва, начал рождаться новая форма власти – парламент, двумя палатами – палата республики, палата представителей. Вот это существенное различие было, постепенно рождалось, как говорится, настоящий парламент, парламентский орган. Это 3 созыва, двухпалатный был, а потом уже беспалатный стал. Поэтому различие, суть депутата, народных депутатов, они были патриотами республики. Сильнейшими патриотами. В Верховном Совете 12 созыва и от Палаты Республики, где я знаю первый, второй созыв народный депутат, а в третьем созыве я работал администрации президента республики, поэтому курировал, представителем был, поэтому это я знаю. Вот 3 созыва уже постепенно превращалось на наших глазах, парламент. В Государственном собрании уже юристов стало больше, уже чувствовалось, что это прерогатива правоведов, большей части. Но когда начали вот сейчас, там, вы говорите, учителя, спортсмены, те, которые, так просто говорить тоже нельзя. Среди них есть изюминки, есть такие народные депутаты, профессионалы своего дела, которые помогают, вот, допустим, для развития образования республики, для развития здравоохранения. Если там у нас опытные врачи, опытные педагоги, тут
Не надо стыдиться. Это правильно, это хорошо. Для развития спорта, ну, такие известные, если они, главное, чтобы они должны быть работящими. Понимаете, не просто прийти, сидеть, проголосовать, уйти. Это депутаты должны разного рода мнения. Уважаемые народные депутаты и приглашенные, в соответствии со статьей 62, 72 Конституции Республики Саха-Якутия, президент республики порядка законодательной инициативы для вашего рассмотрения и принятия конкретного решения представляет законопроект о официальной символике Республики Саха-Якутия. Систематизацию продвижения отношений по использованию официальной символики основных государственных символов, вспомогательных, это главе 5 статьи 26, государственных символов, муниципальных символик и иной символики. Поэтому в данном вопросе нужны конкретные положения закона, как это делать. А вот скажите, вот на ваш взгляд, какая была самая большая сложность при переходе, вот уже, скажем, к новым формам управления республикой? Ну, первое, конечно, я сторонник того взгляда, что Верховный Совет 19 созыва совершенно недопустимо был разогнан. Разогнан, да, нарушая всякие правила и нравственном, и моральном порядке, и законодательном порядке, нарушая Конституцию нашу, принципы разделения властей. Поэтому нельзя было. Вот, пусть сверху говорят, это их дело. Те демократы, которые взяли власть, конечно, они хотели, чтобы на местах были слабые органы. Слабые органы. А Верховный Совет нашей республики был сильным органом. И это мы доказали деле. Ну, начиная первого президента, председателя Верховного Совета, народных депутатов, вот то, что я уже называл генералом и так далее, они очень действовали очень активно, принципиально. Не зря поэтому была принята декларация о государственном суверенитете республики в 90-м году. В 92-м году в марте мы заключили Россия федеративный договор после страшной дискуссии. Я один из участников, который мы ездили в Москве. Да. И очень много раз рабочая группа работала. И вот и нашей активной работы республик, субъекта Российской Федерации, Татарстана, нас, Башкирии, Коми, конечно, было принято Конституция Российской Федерации в пользу республики. Вот абзац 7 статьи 38. Относящийся исключительно ведения республики формированию и утверждению государственного бюджета. Прокуратура желает, чтобы этот вопрос перевести в соответствие федеральным законодательством. О том, что мы лишаемся самостоятельно утверждать бюджет. Мы с этим вопросом не согласны. Считаем, что данные исключительной компетенции республики утверждения бюджета, формирования утверждения бюджета не противоречит статье 75, это исключительная компетенция Российской Федерации, статье 72 совместное ведение Российской Федерации, это Конституция Российской Федерации, где у бюджета субъектов Российской Федерации никаких ограничений не имеется. Новый парламент был очень сильный, двухпалатный. Руководили, помимо меня, вот Афанасий Петрович Илларионов, один из самых квалифицированных и грамотных юристов. Ага. Потом Николай Иванович Соломов и Нергун Семенович председателем стали. Это крепкие ребята. Да. Они просто так не снимают руку из пульта управления парламентом. Вот сейчас, в преддверии столетия республики, допустим, как вы считаете, самые лучшие, самые главные достижения? С чем мы пришли к этому празднику? В этом году? Да.
Ну, конечно, нынче год особенный. Вот апреля месяца, 27 апреля, была провозглашена автономия нашей республики. Стояли очень молодые политики во главе. Ну, мы все знаем, Максим Кириллович Амосов, Платон Алексеевич Юнский, Сидор Барах, их соратники и друзья. Вот эта плеяда, она добилась, что и Сталин, и Ленин, и все вожди и революции согласились, что действительно Якутия по территории очень большая территория, независимо от того, что там мало народу, надо дать автономию. И автономию мы получили. И вот благодаря автономии мы бурно начали развиваться. Автономия, которой мы добились, это верный принцип государственности. Мы это укрепляли 90-е годы, укрепили, надо сказать. Вот сами понимаете, строительство школ, спортивных сооружений, больниц, да, промышленность начала развиваться, Алросы мы взяли в свои руки, золотую промышленность и так далее. Как представитель парламента, органа, я считаю, что народные депутаты много сделали для развития начатое Верховным Советом 19 созыва, для развития нашей политики дальше. Спасибо вам большое. Беседа была очень содержательной, действительно и реально очень интересной, поскольку вы один из самых опытных ведущих, скажем так, политологов, политиков нашей республики. Спасибо вам еще раз. И вам спасибо за такие труднейшие вопросы, которые вы меня задали. В следующей передаче мы расскажем вам уже о фильмах военного времени, поскольку уже будет май.